Когда на ошибках не учатся, буквально накануне в 7 часов вечера здесь, в районе нового автовокзала, произошло еще одно ДТП. Водитель «девятки» выехал на федеральную трассу «Кавказ» в направлении Грозный и столкнулся с «Мерседесом». В результате аварии 2 человека доставлены в больницу. Машина слетела в кювет. Скорая помогает пострадавшим. Число ДТП в регионе неумолимо растет. Статистика пугающая. С начала года 133 аварии, в которых погибло 42 человека. 237 ранены. ЧП на дорогах республики происходит почти каждый день. За неделю в Республике Ингушетия зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. К сожалению, 1 человек погиб и 3 получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами является это несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения. О причинах гадать не нужно. Только за неделю в регионе зарегистрировано более 5000 нарушений за превышение скорости, свыше 200 за выезд на встречку, 80 случаев управления автомобилем без прав и 6 в нетрезвом состоянии. тагын востребованных. Жаумо хамдыс. Дихр дарсу кейш нахы бактарияч мастеглы. Тагын калнах биве за рулем. Мухоллы шортига хол сабр дие. Хөн там помех ёй сехмли игыз мугут сунал. Машин техах махаш. Особое внимание в свете последних событий отводится свадебному беспределу на дорогах. Старейшины ввели ограничения на кортеж, чтобы в колонне не было более 3 машин. Многие, впрочем, не прислушались. Каждое воскресенье для сотрудников ГИБДД скорее не выходной, а самый загруженный рабочий день. Только накануне зафиксировано 43 нарушения. 12 автомобилей уже красуются на штрафстоянке. И, скорее всего, к владельцам попадут не скоро. Работа именно по свадебным кортежам проводится каждое воскресенье, не только вчера. Согласно распоряжению министра внутренних дел проводятся оперативные мероприятия по отработке видов нарушений, грубых нарушений, которые способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий. Случается и так, что к кортежу примыкают посторонние автолюбители, так сказать, искатели приключений на свою и чужую голову. В погоне за ложным и абстрактным трофеем, как говорят в народе нускалицок, как левые, так и правые участники свадебного процесса превращают дорожное движение в настоящий кавардак. А праздник легко может обернуться трауром. Жизнь обрывается в один миг, в итоге семьи остаются без сыновей. Каждый раз, когда стрелка спидометра переходит дозволенную скорость, задумайтесь, стоит ли оно того. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.